Во дворе Республиканского детского реабилитационного центра по соседству с липами, соснами, елями и плодовыми деревьями вскоре будут расти кедры и дубы. Саженцы этих деревьев лечебному центру предоставила Фатима Камурзоева. Женщина уже более 10 лет интересуется кедрами. Говорит, они являются природными антисептиками, так как где они растут, не может быть ни мошкары, ни мух, ни каких-либо иных вредителей. А растут эти деревья по преимуществу в холодных и довольно суровых условиях в южных и восточных горных районах Средиземноморья, в западной части Гималаев, на южном берегу Крыма, от Севастополя до Карадага. И вот будем надеяться, что приживутся в Ингушетии. Кедры меня заинтересовали очень давно, когда я прочитала там за них, насколько это уникальное дерево. Заказывала семена кедровые, живицу кедровую. Но меня смущало то, что это сибирское дерево. И я сомневалась, приживется ли оно у нас. Чисто случайно я наткнулась на людей, которые занялись кедрами. Называются они «Кедры России». Они открыли питомник в Калининграде и начали распространять вот эти кедры по всей России. Я была на 7-м небе от счастья, когда на них наткнулась. Дал Аллах меня, наверное, свел с ними. И моему восхищению, что насколько, вот если прочитать то, чем они занимаются, не было предела. Это меня просто поразило на самом деле. Кедры России – это уникальный проект людей, неравнодушных к природе. Они поставляют саженцы деревьев в различные регионы страны. Фатима Камурзоева, как человек не безразличный к проблеме вырубки деревьев в нашей республике, обратилась к кураторам проекта. И те поддержали ее и выслали 30 кедровых саженцев и 30 саженцев дуба. Пока саженцы очень маленькие, за ними требуется тщательный уход и соблюдение некоторых правил при посадке. Сажать их лучше с солнечной стороны и там, где не доберутся домашние животные, по возможности огородить участок на период роста. Ямку вырыть не сильно глубокую. При первом поливе добавить в воду удобрения. Полив первое время должен быть обильный, но не заливать их. Ежедневный, пока не укоренятся. Соблюдая правила режима полива, в течение 2 недель растение окрепнет и станет неприхотливым. Когда я за все это прочитала, я поняла, что их надо под самую зиму, когда они уходят в спячку, высаживать. В общем, я все это изучила досконально и договорилась с ними, что вышлют они мне где-то в середине ноября. Начать высадку кедров и дубов в Ингушетии Фатима решила именно с учреждений, занимающихся проблемами детей с ограниченными возможностями здоровья. И первым в списке стал Республиканский детский реабилитационный центр. Посадил деревья вместе с сотрудниками и сам директор учреждения Али Дударов. Это очень богоугодное дело. Она принесла тут кедру, которая не в Кавказе растет, а в Сибири растет. И дуб привезли 2 штуки. За ними будут смотреть и постараемся, чтобы эти деревья у нас прижились. Мы весной и осенью каждый год стараемся где-то что-то посадить. Вот в этом году мы посадили около 30 деревьев липу посадили. В прошлом году мы посадили 50 штук липу тоже. Территория огромная, нам позволяет сажать деревья. Тем более здесь находятся дети, которые лечатся от детским церебральным параличем. Поэтому мы стараемся, чтобы у нас двор был зеленый, чтобы он был ухоженный, чтобы дети радовались этим центром. То, что Фатима начала посадку деревьев с реабилитационного центра и в ближайшее время планирует посадить саженцы кедров и дубов еще в нескольких учреждениях для особенных детей, не случайно. Ее младший сын является инвалидом. Где появятся вот такие уникальные деревья все-таки? Так, это будет в Очелуках, в реабилитационном центре. Для глухонемых школа-интернат в Слепцовске. В первую очередь задача вообще-то стоит начать с садиков, чтобы именно с этого возраста приучать этих детишек к природе, к отношению природы, что ее надо беречь, что ее надо лелеять, что ею надо заниматься, чтобы наше поколение выросло с этим
особенно это, тем более, что нам Аллах велит заботиться о природе, о окружающей среде. Посадив дерево, человек не только останется в памяти многих поколений, принесет пользу обществу, но и выполнит свой долг перед нашим общим домом – планетой Земля. То, что мы сейчас делаем, сажаем деревья, это очень богоугодное дело. Далгалыш мелху булыш метеге, дал саадолт узиныч фатимайны, гяныш хайынычыны, охда юге тхосик хожиды, барка холчандар ясалыш. После того, как Фатима Камурзоева и сотрудники реабилитационного центра посадили саженцы во дворе лечебницы, следующим пунктом стал лицей города Магаса. Здесь по соседству с ивами, каштанами, елями общими усилиями посадили еще 4 дерева. Фатима объяснила сотрудникам школы, какой уход должен быть за деревьями, чтобы саженцы дали всходы. Женщина планирует посадить по всей республике все 60 саженцев. Времени меньше 2 недель, и эта работа нелегкая, и она будет не против помощи волонтеров и всех неравнодушных. А в будущем она надеется открыть свой питомник, где будет выращивать не только кедры и дубы, но и самые разные виды растений и деревьев.